Фух. Сейчас отвез Аечку на танцы, Эльдарка спит тут. Пришло время как раз чистить капот. Машина на парковке у нас под деревом стоит, и постоянно тут вот скапливается просто массив листвы. Как раз время это все почистить. Не надо, пусть он жрет. Ты что, погладь его? Он обиделся. Давай я тебя сразу. Ты знаешь, куда нажимать, да? Да. На белую. Когда фоткаешь. Вот это? А, ты видео снимаешь? Привет. Ой. Вообще не нажимай. Дай я покажу. Вот у нас Я оператор. хочу тоже. Оператор. Тебе видно. Муха солетела. А, ты не снимал. Пап, смотри! Не бьют! Пап, смотри, Да. не бьют! Сейчас пришли на какой-то, попали случайно на еврейский фестиваль, короче, евреев в Алусия Каунти. Вот. Тут площадочка есть классная, не знаю. Короче, все, что надо. Вау, молодец! Ох, молодец, залезла. Вау, классно. Понравилось? Да, понравилось. Давай, беги. Все. Эти прыгают. Взяли билетик, $5. Покатаемся сейчас с Аечкой на Кэмеле. Да, Аечка? Смотри, Где там? это же такая мия. Ага.
Так, доброе утро. Сегодня 28 марта. Я на парковочке своей, как обычно. Ну, не как обычно, конечно, но зачастил сейчас. Вот, мне наконец-то пришли свечи. Все оригинал. Toyota Lexus. Made in Japan. Denso. Иридиумные свечи. Вот, с $30 с Амазона, самый дешевый, который нашел. Средняя цена это 40-45 их. Сейчас будем менять. Свечи это ладно. Это на самом деле треть дела заказать. Вот, что мы тут имеем? 6-цилиндровый мотор. 2 GR-FE. Вот, 3 цилиндра здесь, 3 цилиндра находятся там. Короче, с этими-то проблем никаких не будет. А вот там придется разбирать систему подачи воздуха, вот эту всю снимать, вот эту крышку придется снимать. Короче, объем работы на самом деле не маленький такой, тем более я этого никогда не делал. Вот, я там пару видео только на ютубе посмотрел, как бы, что примерно надо будет. И вот, на самом деле, тут непросто. Что, приступим? Так, вот одну вытащил. Вот как они выглядят. Это в натуре какая-то уже сточенная, старая. Вон, видно, головка у нее острая. У этой затупленная, у новой. Такая, какая должна быть. Вот. Сейчас начинаю потихоньку снимать. Вот, снял крышку, дворники. Сейчас сам моторчик дворников надо будет снять. Потом вот это надо будет снять. Так, снял вот эту верхнюю крышку. Вот, а теперь дилемма, короче. Теоретически тут можно подлезть. Вот они уже виднеются, все это можно сделать, снять вот, ну, убрать вот немножко, чтобы не мешало вот этот провода, вот, и попробовать подлезть. Просто все туториалы, которые я практически смотрел, они все снимают вот эту систему. Вот, мне как-то неохота с этим возиться, снимать. Попробую позаниматься сексом и так, подлезть. Вот, хотя, конечно, интересно тоже это разобрать все. Вот, просто страшно немножко, потому что я никогда этого не делал. Страшно то, что... Хоть я и работал на авторазборке, но я ничего не собирал, я всегда только разбирал. Вот, и не знаю, что делать. Попробую подлезть так сейчас. Вот, а дальше посмотрим. Не, короче, попытался как мог достать. В принципе, там достается, но нужно в любом случае разбирать. Потому что, ну, реально трудно. Начну сейчас разбирать. Сейчас начал разбирать. Вот. Самый вот этот коллектор не могу снять, потому что там болтик один вон. Где он там? Вон там, короче, болтик. Я его сейчас ВДшкой подкапал. Блин. Вон. Не хочет выходить вообще. Как будто слизанный, что ли, он там. Да вроде нормальный, не знаю. Да, короче, там болт слизанный. Я не знаю, что делать. Там такое место, что тяжело до него добраться просто. Я 2 головки попробовал, обе слезали. Она, видимо, изначально была слизанная уже. И, короче, хер знает. Ну, в общем, факт есть факт. Она не крутится никак, проворачивается. Блин, я не знаю. Что-то надо будет придумывать. Фу, выкорчевал наконец-то эту всю херь. Вот, теперь сейчас надо накрыть эти интейк, чтобы ничего туда не попало. Вот они, Spark
Плакс. Фух, квест за квестом. В общем, один удалось поменять. Ну, в смысле, один из 3 задних, которые тяжело добираются. Один поменял. Сейчас зашел во второй, уже всунул, короче, эту гайку уже. Пытаюсь выкрутить свечу. Блин, я устал, у меня вообще язык заплетается. И не могу. Сейчас посмотрел, сфотографировал. Короче, там лежит какая-то херня железная. Вот, и она не дает это выкрутить. То есть я не могу насадить головку на свечу. Не могу ее надеть. То есть мне сейчас надо эту херню доставать, а у меня магнита нет. Я не знаю, как мне сейчас достать. Блин, квест за квестом вообще. Фух, сейчас пришлось съездить в магазин за магнитом. Нашел магнит, чтобы достать этот несчастная там, по-моему, бита от отвертки. Эту биту кто-то оставил мне подарочек, конечно. Так, как дело уже к закату, а я так и не решил проблему с этим мусором в канальце свечи. Я все перепробовал, никак не могу ее достать. У меня там кусок изоленты, у меня еще там застрял, достать его не могу. Трындец, блин. Велик соблазн, короче, забить на это все и оставить одну свечу так. Уже темнеет, блин, я сейчас не знаю, как все это в темноте тоже делать неохота. Не, блин, надо добить это все-таки, добить как-то. Короче, я решил забить хрен на эту свечу одну. Сейчас уже темнеет, я уже вряд ли что-то придумаю, как это все можно достать. Ну, реально просто уже столько всего перепробовал. Вот. Оставлю эту свечу также. Хрен с ней. Фу, да, сегодня денек, конечно, тяжелый. Целый день я провел, сколько, наверное, часов 7, наверное. Половина из них это чисто с той самой свечой, которую я не смог выкрутить. Я пытался достать. Вот, наверное, половина времени из этого. Вот. Сейчас уже спать, сейчас уже 12 ночи. Вот. Но я все-таки добью его. Я не поленюсь, еще раз все разберу. Там, кстати, один патрубок у меня сломался. Я его заклеил, лентой замотал, обратно поставил. Ну вот, потому что там вот то, что неудобно долезать до этих свечей. Много всяких патрубков, проводков, и можно случайно что-то оторвать, задеть. То есть надо быть очень аккуратным. Вот. Я двигатель еще не заводил, не знаю. Вот. Завтра заведу, наверное, посмотрю, что да как. Я там еще пару болтов забыл закрутить. Но они не так сильно важны. Ну, вообще не важны они, в принципе. Они просто для крепления, то есть кое-какого там для системы впуска. Ну, там чисто оно жопу держит. Главное, там все герметично, все нормально. Вот. Ну, как раз, если я буду разбирать, так что не жалко, то, что я не закрутил. Вот. Завтра попробую купить щупальца такие длинные. Вот, и попробовать достать. Хотя мне кажется, что это не очень сильно поможет. Но я все-таки добью это, потому что как-то знать, что там одна свеча не помененная, и еще там мусор лежит, меня так не устраивает. Я хочу, чтобы там хотя бы в этом плане все идеально было, чтобы все мененные свечи, вот, и было все отлично. Ну что, пришли мы на берег, с прицепом, не на машине. В общем, завел я сегодня машину, сразу понял, что что-то не то, прям вибрация началась. У меня подозрение, что
один клапан не работает, то есть одна свеча не работает, потому что, возможно, контакт плохо подходит, потому что там мусор лежит, еще и я добавил, и там все печально началось, и этот check-engine вылез. В общем, сегодня снова все буду разбирать, чекать все разъемы, все коннекторы. Надеюсь, с ними все в порядке, конечно. Вот, и обязательно нужно достать мусор, поменять свечу. Вот, и надеюсь, все будет хорошо. Я, реально переживаю сейчас, не напортачил ли я. Вот, потому что, бывает такое правило, да? Вот, работает, не трогай. Вот, не лезь. Вот, работает пока, все нормально, ничего не надо делать. Вот у меня всегда вот есть такая тема, но нет, руки чешутся. Свечи надо поменять, там объективно, там они старые. Как бы заниматься этим в сервисе, например, если отдавать это в сервис, это будет очень недешево, учитывая комплектацию моей машины. То есть, то, что там тяжело, надо разбирать, это, я думаю, долларов, может 300-400 выйдет. Это охренеть сумма какая. Как бы даже для Америки это много. Тем более, такое вроде пустяковое дело. В общем, буду разбирать все опять это сегодня. Настя с работы придет в 4. Вот, а так, переживаю. Так, сегодня второй день. Я все-таки достал эту херню. Это была от клипса, от этой. Кнопка от коннектора. Когда-то у кого-то она отлетела и там упала. Да ладно, ее я достал. Теперь мне нужно достать кусок скотча, который у меня там свалился тоже. Я это все делал с помощью телефона, то есть включил камеру и фонарик и смотрел. То есть прям хирургическая операция у меня была. А так вслепую просто, нереально это все поймать. Вот на этот штыречек я поймал все. Эврика. Достал этот кусок несчастный, все.
Сейчас поставлю свечи. Там разберусь с коннекторами. Посмотрю, проверю и надеюсь, ничего не будет троить. Все, ошибок нету. Могу уже все закручивать. Сейчас этот Iron Take закручу и впуск. И попробую завести. Вот, и надеюсь, все будет нормально. Но я же купил, у меня же этот есть лаунч. Еще с Алиэкспресса за $2 или за 3 заказал пару месяцев назад. Вот, он ничего не показал. Вот, отлично. Так, ну что, момент истины. Сейчас посмотрим, вылезет тут чек, нет. Пока вроде по звуку никаких проблем. Сейчас он обороты сбавит, и уже будет понятно, все ли нормально. Посмотрим чеки. Так, чеков нет. Там эти, как обычно, вылезают, когда я подключаю лаунч. А так все нормально, нету, значит, все отлично. Сейчас попробую разгазоваться. Опа. Check engine. Так, интересно. О, короче, сейчас момент истины. Тогда же check engine горел, лаунч ошибок не показывал. Вот, и двигатель, в принципе, нормально работал. Он не троил, но работает как-то мощнее стал, видимо, просто новые свечи, я не знаю. Вот, и я сейчас сбросил клеммы, оставил где-то машину на час. И сейчас будет момент истины, пройдет это или нет. Я как раз сейчас поеду на заправку. Вот сейчас минуту пусть постоит, сейчас поработает. Поеду на заправку. И надеюсь, все будет хорошо. Ну, короче, чё, какие новости? Сейчас идем с Эльдарковым гуляем. Пешком, даже хорошо как-то. Машина, в общем, сейчас как бы не на ходу. Ну, как не на ходу? В общем, идут пропуски зажигания. По всей видимости, 1 или 2 цилиндра не работают. То есть 2 свечи, скорее всего. Я думаю, что это проблема в свечах все-таки. Есть несколько вариантов, что это протечка воздуха идет, то есть не герметичная в это воздухоподача. Второе, что это катушки, короче, крякнули. И, естественно, то, что свечи не работают. Я думаю, 80%, что это были дебильные свечи. Потому что вначале-то у меня показал ошибку. Я, по всей видимости, думаю, что это 5-й цилиндр на той стороне, то есть где тяжело достается, та 3 цилиндров оттуда. То есть мне не фартануло вообще. Ладно бы, если бы этот какой-нибудь цилиндр нерабочий был бы на передней стороне мотора, там, где ничего не нужно откручивать, где не нужно ничего убирать для того, чтобы добраться до него. В общем, немножко мне не фартануло. Вот, сейчас у меня времени нет, вот Настя сейчас придет, я уже по темну буду сегодня опять ковыряться.
Я уже написал в Amazon тому продавцу, кто мне продал свечи, сказал, что ну, мне нужны еще 2 свечи, потому что 2 не работают. Ну, наверняка, посмотрим, что он ответит. В общем, я буду дальше этим заниматься. Конечно, что-то мне не фартит с этим всем. То одна проблема, то другая проблема. А я еще тупанул. Я старые свечи выкинул. Надо было их оставить на всякий случай, потому что, ну, сейчас машина вообще... Ну, она работает. Я вчера съездил, заправился немножко. Мотор очень плохо работает, то есть тяга падает, как-то все... Ну, просто цилиндр не работает. Думаю, вряд ли, что там есть утечка или проблема с катушкой, проблема со свечой. Сейчас буду выяснять, какая свеча. Переставлю ее ближе, то есть, чтобы мне потом не приходилось ничего разбирать. То есть поставлю на другую часть ее. Вот так вот, блин, короче, такие приключения. Ну, сразу, ну, неопытный я, блин. Ну, но при том проблемы тут такие, то что дело не в неопытности, а просто мне не везет. То мусор лежит, я не могу достать, то еще что. Короче, вот такие вот дела. То не рабочая свеча. Я, блин, прям вообще переживаю, хочу уже сделать машину. Блин, и понимаю, вот опять это правило работает. Вот. И работает, не лезь. Вот, блин, работало же все. Как, зачем я, ну, блин, ну, это же свечи замена, это просто плановое, это как расходник, как колодки поменять, по сути. Ну, ничего не предвещало беды ведь. Откуда я мог знать, что все так будет? Нет, это опыт жизненный в любом случае, поковыряться в машине самому. Вот первый день было очень тяжело, второй уже проще. Сегодня я уже как-то спокойно к этому настроен, мне уже интересно добить эту ситуацию. Самое важное в этом, это не угрохать мотор, конечно. Движок, потому что уже старенький, как бы ему тоже такая проблема нежелательна. Ну, всяко, вот я ездил по сути, с неработающим цилиндром, а то и 2, может быть, не знаю. Надеюсь, 1, конечно. Но это тоже не есть хорошо все-таки. Я вчера прям думал, где-нибудь заглохну, не дай бог, ехал. Потом я думаю, это эвакуатор вызывать. Ну, это, короче, геморрой. Нет, машина добралась, как бы. На одном цилиндре, то есть нерабочим цилиндром все-таки можно ездить, но не на длинной дистанции. Вчера у меня короткая была. Ох, прям выговориться хочу за свои переживания. А сейчас еще пришли запчасти для велосипеда, для моего чип-тревела. И буду, как решу проблему с автомобилем, примусь за велосипед. Буду разбирать полностью, пересобирать с какими-то новыми комплектующими. Там рубашки, тросики пришли. То есть замена тросиков всех абсолютно. Переключателей, тормозов. Вот, ну, интересно будет.
Короче, рассказать, что произошло. Машина ездит, все отлично, двигатель работает отлично. Вот. Все опять из-за моей спешки и невнимательности. Как обычно. Все нормально работает. В общем, я стал разбирать. Снова, как обычно, снимал вот эту крышку тут. Вот, уже хотел начать выкручивать там свечи, доставать катушки, свечи. Смотрю, разъем. Опа, думаю. Разъем просто болтается. Я такой... Вроде я сейчас его не снимал, думаю, блин. Я ж только начал. Подключил, понял, что он был не подключен. Это, короче, разъем 5-го цилиндра системы впрыска топлива, короче. И вот оно что. А там, блин, не сразу увидишь, короче, он так маленький такой, коннектор небольшой. Ну, не в этом дело, просто невнимательно я сразу начал его, то есть этот коннектор не видно, если не снять систему этого впуска воздуха. Вот, блин, вообще так, вот так и знал, как всегда какая-нибудь проблема будет, тупо из-за невнимательности или чего-то подобного. Я прям как знал. Все, сейчас вроде все нормально работает, сейчас доехал он до парковки, чисто прочекать все. Смотрим, что как дальше. Так, очередной день, 31 марта. Я помыл машинку, отблагодарил ее. Точнее, извинился перед ней скорее. Вот. Салон там почистил весь. Так, я приехал на парковку. Тут у нас соседи, короче, сверху съехали. Вот, и они всегда ставили на этом месте машину. Она как бы ничейная парковка. Вот. Я теперь думаю, буду здесь ставить, а не вон там под деревом. Там машина постоянно грязная, потому что с дерева все сыпется, там птицы срут, короче. Ну и вообще под деревом стоит немножко опасно. Вдруг оно упадет, оно еще так наклоняется, прям какой-нибудь тайфун придет и сдует его. Вот здесь, конечно, не так удобнее парковаться, потому что место короткое, вот жопы выпячивает. Притом я здесь вообще впритык встал. Вот. Ну ладно, постоим, попробуем. Посмотрим, что как. Так, ну что, я начал разборку велика, моего чек-тревела. Вот, с рамы уже практически все снял. Вилка. Вот, сейчас буду все перебирать там. То есть все, что можно снимать, все смазывать, все, что нужно менять буду, если оно уже непригодно. Сейчас руль, с руля буду все снимать. Так, сидушка. Это сейчас полдела. Так. Основные компоненты, переключатели, тормоза. Я сейчас вот здесь в душе их чищу. Сейчас попшикал вот этой штукой. Это, правда, для двигателя, дегризер. Ну, неважно, там все равно это от масла, от всего прочего. Вот оно сейчас где-то с полчасика все постоит здесь, все откапывает. Вот. Можно будет их уже помыть. Вот, отложить. Вот это переключатели диоровские, передние, задние. Это все у меня с Владивостока еще. Вот это все оригинальные тормоза. Это все с 2013 года. То есть велосипеду, вообще раме самой
19 лет. Вот эти тормоза текторовские, они все оригинальные. Так, ну, это все расходники, конечно же. Вот так вот. Пусть отмачивается. Так, а вот, собственно, сидушки сами. Это моя старая ВТБ. Она также едет с Владивостока. Мне там мой друг, с которым я там же познакомился, Серега, его подогнал на замену моей стоковой от GT, ужасной, с которой я очень долго мучился, но не понимал, в чем дело, как бы, да и денег особо не было, чтобы что-то менять. И вот он меня спас. И, по сути, Азию всю я с ним проехал, Китай и так далее, короче. И если бы я ехал на старой, я бы, наверное, не выдержал и где-нибудь скончался. Вот во что она превратилась, в ВТБ, то есть абсолютно рандомная сидушка мне выпала. У него просто в гараже лежала новая сидушка, он мне подарил. И она мне оказалась прям идеальна, она мягенькая, классная. Вот, то, что нужно в дальней дороге, на разных покрытиях, качество. Вот, и ничего я, короче, придумывать не стал, заказал вот за $40 тоже ВТБ. Она выглядит по-другому, но форм-фактор и вся суть та же самая. Вот, по-моему, только она немножко потоньше. Может быть, это просто новые технологии и... Ну, не сильно тоньше, нормально. Просто это уже новая модель, как бы, тоже ВТБ комфорт. Тоже мягенько, ну, заценим, посмотрим, как она ездит. Вот, а эту я выкидывать не буду. Это, конечно, уже, можно сказать, музейный экспонат. Столько проехать. Очень много она послужила мне. Я ее к стене прибью, будет мне служить. О, а вот моя душевая теперь такая стала. В принципе, я... Основное сегодня сделал, разобрал. Я, конечно, это не за один день все это буду делать. Вот. Потом надо будет все втулки перебирать. Все нормально чистить уже. Сейчас я сполоснул все. Вот цепь висит. Цепь была вся ржавая, конечно. Но и сейчас не идеальная. Ну и хер с ней. Потом раму буду чистить. Наверное, ну, каретку снимать придется, потому что там либо менять, либо я не знаю, что. Вот это ночь, а вот это птица. А вот это тоже птица. А вот это туник. А вот это крыша большая. И вот это тоже крыша маленькая. Фон такие красивые. Всего еще вот это дома. И еще эти штуковинки просто только и квадратики я здесь положила, чтобы было красивее желтыми. А вот эти ягоды и еще пока еще где-то нет. Чего? Плакетка. А дайте, можно высоко? Попробуй. Ладно. Ну давай, высоко. Высоко. Так и так высоко. Нужно медленно. Можешь высоко сделать. О, так упасть вот так.
Давай опять, кстати. Давай, давай. Давай. Так, а еще вас? Пойдем еще. Жопа скучная. Папа, сзади помоги. Смотри, така. Смотри сюда. Вау. Давай. Watch where you going, do you, Benjamin? You like playing with friends your size, huh? Такого. Давай. Давай. Ты чё, малыш? Давай, давай, маме покажем. Чё? Хочу дальше. Что-то голубое, конфет. Я хочу... Смотри, дикий, смотри, дикарь. Я хочу голубую А на машине будем? Бегай от него. Нет, там главное сам не уходи. Ой, какой. Чали. Куда идти? Куда идти? А ты как думаешь, куда идти? Откуда мы пришли? Мы идем туда, откуда мы пришли.
Метка. Метка. Ну, пришли оттуда. Все,